Традыцыйна вайскоўцы 115-го зенітнага ракетнага палка бяруць удзел у разнастайных спартыўных спаборніцтвах і мерапрыемствах. Сёлета военнослужачыя абралі новую форму здаровага ладу жыцця і фізічнай актыўнасці. Это велопробег, приуроченный ко Дню независимости страны. Это и как пропаганда активного отдыха, здорового образа жизни. Ну и также я считаю, что именно такое мероприятие показывает, в принципе, каждого белоруса, который ведет активный отдых, который следит за своим здоровьем, ну и, конечно же, защитников Отечества. Военнослужащие готовы преодолеть дистанцию 40 километров на велосипедах. Традиционно в нашем полку проходят различные спортивные мероприятия, но такого еще ни разу не было. Эта идея была нам, скажем так, предложена командиром полка, это полковником Линцевичем Виталием Григорьевичем. Он нас поддержал в этом плане, соответственно, ну и помог организовать данное мероприятие. Усяго ў велапрабегу ўзялі ўдзел 16 чалавек. Асабліва прыемна, што сярод удзельнікаў 4 жанчыны. Маршрут пролягаў з Брэста да Мяднянскага возера і назад, болей за 40 кіламетраў. Арганізатары прабегу да веламаршруту дадалі яшчэ военно-патрыятычныя гульні, пляжны футбол і волейбол. Ну, я вот как тяжелый атлет, для меня это будет тяжеловато, но я буду стараться. Мне только за. Я сразу, как услышал, я сразу подошел к начальнику и сказал: я первый желающий, записывайте меня. Если мы белорусы, если мы живем в Республике Беларусь, и мы это дело прививаем своим, скажем так, детям, то почему бы это не выразить таким способом? Тоже всем показать, что спортивная страна, здоровье, отдохнуть, проехаться, пообщаться. Замечательно, отлично. Мне это очень нравится. Такі велапрабег мяркуюць паўтарыць і ў наступным годзе. У 115-м зенітным ракетным палку спадзяюцца, што да іх ініцыятывы ў будучым далучацца і военнослужачыя іншых вайсковых часцей. Вераніка Яковец, Александр Сівецкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».